24 июля. Погода вообще супер. Жарит, очень жарко. Вчера где-то 30 градусов, наверное, тепла, 27-28 градусов тепла было. Но для нас вот это уже жарко. Привыкли к холоду, но, конечно, хочется тоже тепла, но когда неделями так начнет там жарить и ветра нету, это тяжело. Ну, дождались наконец-то лета. Уже, наверное, дней 10 такая погода. Тулан что-то залаял. Решил поснимать свои будни, свой огород, так. Что творится у меня на огороде, во дворе. Ну что там лаешь, а? Цветы цветут, все цветет. Вот смотри, не может. Да. Бу. N5. N5. Вот такой мы. Да. Ай, да, ну так. Что ты? Не умеешь нормально встречать хозяина, прыгаешь, а? Прыгаешь. Давно. А что ты мой N5? Вон будка полная трава. В будке были в поле мы сейчас с Айдой. Видео будет, что будет. Вот, смотри. Неугомонный. Вовсю цветет картошка у нас, вот смотрите. Тут сорт Авроры. И такая сиреневые цветы. Вот такие цветы. Зелень тоже все. Поливаем. Все цветет. Цветы цветут. Зелень созревает. Витамины каждый день. Укроп вон такой. Пушистый укроп сейчас. Такой молодой укроп. Салат. Салат тоже пока не перерос. Там нормально тоже вкусный. Там свекла и морковь. Кабачки. Лук зеленый. Все свое сейчас на огороде. Здесь у меня стоит стог. Вот такой стог. Такой. И про этот стог я покажу видео. Все будет. Были в походе сейчас на первой избушке с Айдой и со старшим сыном. Все это я заснял, этот поход. Многосерийный также будет фильм. Тут клубника. И смотрите, клубника у меня огорожена с рыболовной сеткой. И сетку поставил для того, чтобы не воровали сороки эти, как сказать, клубнику. Если сетку не поставить, это всю ночь они воруют и мало что остается после них. А сетки они боятся. Это дедовский метод. Они осторожные, сороки, и туда уже не полезут. У них голова дорого стоит. Так, ну, парней показывать ничего не буду. Тут у нас тоже все цветет. Все цветет. И ботва сейчас пока хорошая. Хорошая стал очень высокая ботва. Если вот сейчас жарит, очень жарко, но начнутся большие дожди, грады, и все это будет. И думаю, все это ботва свалится. Если спокойно будет дождь идти, все нормально. А сейчас не знаю, что в дальнейшем будет. Но все пока красиво. Если не погибнет картошка от этой жары. Третий год сажаю картошку Авроры, но такой жары еще не было. В этом году не знаю, какой урожай будет.
как выдержит это жару. Посмотрим. Сорт Авроры. Насчет сорта Авроры я имею в виду. Так. Здесь один куст погиб. Вот. Есть такая зараза сейчас. Такая зараза к нам пришла. Ну, к нам, имею в виду наше село. Я имею в виду, пришла в огороды из нашего села. У некоторых картошка погибает от этой заразы. И эта зараза называется совок, как я понял. Такой червь, вот такой длины. Она ест ботву. И этот червь, ребята, вот, скажем, вот это кустик, этот червь через землю проходит в ботву, заходит в стебель этот, заходит и объедает все там внутри, проходит, все вот так поднимается и до верху. Потом он обратно уходит и уже проходит в другой куст и также объедает все. И после него этот куст погибает, все, хана. Если зараза это, вот скажем, распространится, можно потерять весь урожай. Так что это не очень-то хорошо. Это новая какая-то болезнь, черви. Раньше какие-то, как сказать, как всякие букашки были тоже, а сейчас вот проходит такая совок, болезнь, черви, которая убивает ботву. Так, ну что, пока все нормально, все цветет. Конечно, слишком жарко, очень даже жарко, уже надо, чтобы немножко был дождь. Не знаю, когда будет. Аврора начала цвести, вот такие сиреневые цветки, все. А здесь у меня сорт идеал. Идеал пока не цветет. Идеал пока не цветет, но у него цветки белые. И более поздно они цветут. Но идеал выдерживает и жару, и засуху, это нормально. Я уже знаю эту картошку с рождения. Вот Аврора я посадил 3-й год, и первая жара такая, не знаю, как продержится и какой урожай будет, это посмотрим осенью. Вот так 3 раза, наверное, где-то убирали мы мусор. Сейчас практически этого сорняков практически не осталось. Что я увижу, конечно, сразу тоже дергаю. И чтобы не было этих сорняков. Но тоже он не хватает воды, он полусухой тоже. Такая вот, вообще гибель, короче, вон земля. Земля тоже вон сухая. 2 августа, вон, смотрите. 2 августа у нас, вон, смотрите, где вот все сухо. 2 августа уже первый день, когда мы пробуем свежую картошку. Но в этом году на 2 недели где-то поздно все идет у нас. И думаю, даже не буду проверять, потому что сейчас пока ничего нету у нас на огороде. Очень много рябины будет. Смотрите, кусты даже гнутся, ломает практически. Но зато осенью будет все красиво. Деревья будут красными и листва такая желтая будет. Желтая листва. Тоже немножко уже вон сухие листья или погибло эти сучья погибли от, я не знаю чего, или же тоже не хватает влаги. И просто вон видно, что прицепилась уже гриб тоже. Ну, может, это уже гниет дерево. Может, что-то случилось. Вон. Это дерево уже больное.
Вон как больная. Гриб, если начал гнить, так он быстро свое дело сделает. А, вон молоток. Да, наконец-то нашел. Наконец-то нашел. А почему он здесь? Вот это да, сколько я искал. Что у меня с ручкой вообще случилось? Сейчас вот смотрите, сделал здесь отверстие, такое окно. Здесь и раму стеклянную поставлю. Ну, это сделал для того, чтобы продувало. Там подполье продувало, солнце, лучи солнца попадали. А зимой я буду закрывать. И я когда это все дело делал, я потерял молоток. А почему он отлетел, я никак не могу понять. Видно, что, наверное, я где-то спилил. Где-то я пилил что-то, и под цепь, наверное, попалась, и у меня отлетело вон до туда. Где-то 3 метра, наверное. 3,5 метра. Но наконец-то хоть нашел. Вот такие делишки. В общем, как и говорил про этот стол, будет видео. У меня сейчас такие задержки были. Задержки, насчет видео. Обычно я через день или каждый день выкладывал видео. А сейчас так получилось, что я много езжу. Приходится ездить в город и по своим делам, и в район Краткорос. Так что вот такие задержки. И были в походе. А как будет время, я буду непрерывно выкладывать видео. Так что канал работает, как всегда. Будем дальше снимать, показывать свои будни и походы. Я обещания стараюсь держать, как могу. Вот такие дела. Сегодня вот дома. Сегодня тоже загружается фильм. Сегодня загружается про рыбалку, которая не такая удачная у меня была. Да еще говорят с нашего села мужики, рыбаки, ловится, но мелочь, одна мелочь. А чтобы нормально порыбачить, такого клёва нету пока. Из-за жары, может, я не знаю. Но что будет, я показывать буду, какая рыбалка. Будет удачная рыбалка поснимаю. А вот на данный момент у меня такие пока, бесклёвье было. Ждем дождя. Хочется, чтобы немножко или хотя бы один день дождь был. Ну, сейчас, конечно, страшно подумать, наверное, град будет. Не град, а ливень. И вся ботва может, свалиться. Они сейчас высокие, в рост пошли, а после дождя могут свалиться. Вот. Вроде добавить больше нечего. Немножко поснимал свой огород. Пока все нормально. Ждем урожай. Еще где-то месяц, и уже будем пробовать новый урожай. Посмотрим, какой будет. Такие делишки. В общем, всем пока.